Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Международный совет футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола разрешили РФС провести первые полуфинальные матчи Олимп Кубка России с использованием системы видеопомощи арбитра. Первые встречи 1-2 турнира пройдут 3 апреля. Локомотив примет Ростов, а Урал дома сыграет с Арсеналом. Напомню, тестирование ВАР было одобрено в 2016 году. В 2017 она использовалась на Кубке Конфедерации, а в 2018 была применена на чемпионате мира в России. На данный момент система ВАР используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов. Уфимский Салават Юлаев обыграл омский «Авангард» со счетом 5-1 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Уфе. В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев, Йонас Кемпайнен, Теему Хартикайнен, Максим Майоров и Петр Хохряков. У проигравших отличился Денис Зернов. На пути к полуфиналу «Авангард» одержал победы над Борисом и Акбарсом. Салават Юлаев выбил из борьбы «Металлург» и «Автомобилист». Счет серии до 4 побед стал 2-1 в пользу омского клуба. Следующий матч пройдет 4 апреля в Уфе. Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский стал второй звездой марта в НХЛ. В 13 матчах месяца страж ворот отразил 94% бросков. В 4 встречах он оставил свои ворота сухими. Таким образом, Бобровский стал лидером сезона по числу сухих матчей. Всего в текущем сезоне вратарь отстоял на 0,9 раз. Первой звездой был признан канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид, набравший 27 очков в 14 матчах. Третьей звездой стал еще один канадец Брэд Маршант из Бостона, который набрал 23 очка в 15 встречах. Защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком марта в единой лиге ВТБ. «Химки» в марте одержали 3 победы в 3 встречах. На данный момент победная серия клуба в единой лиге составляет 4 матча. Швед в среднем набирал 26,3 очка, делал 6 результативных передач и совершал 5,3 подбора. В тройку самых ценных игроков марта вошли также 2 американских центровых – Джален Рейнольдс из Санкт-Петербургского «Зенита» и Арнет Моултри из эстонского «Калева». Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил планы провести бой в сентябре. Об этом спортсмен заявил накануне. Напомню, российский боец был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на $500 тысяч после драки, которая произошла по окончании поединка против ирландца Конора Макгрегора осенью прошлого года. Мы ведем переговоры, и я хочу вернуться в сентябре. Но есть сложности, ведь Зубайрат Тухугов и Абубакар Нурмагомедов не могут подраться в сентябре. А я сказал, что сначала должны вернуться они, поскольку парни были дисквалифицированы из-за меня. Если мы договоримся, то я подерусь 7 сентября. Также я хотел бы провести еще один бой до конца года, сказал Нурмагомедов. Молодежь против наркотиков. Под таким девизом в Мирном прошло открытое первенство алмазной столицы по рукопашному бою. За звание чемпионов соревновались спортсмены с 5 до 18 лет. Подробнее в материале наших коллег. Валерий Максимов сегодня болеет за своего сына. Это его первые соревнования по рукопашному бою. 6-летний Саша занимается этим видом спорта всего полгода. На своих первых состязаниях одержал уверенную победу. Я хотел, чтобы мой сын умел за себя постоять, и за здоровый образ жизни. Больше, походу, мы волновались с мамой. И он-то нет, не очень сильно волновался. Сам новоиспеченный победитель соревнований, как настоящий мужчина, немногословен. Легко. Ты легко все выиграл? Да. Рукопашный бой объединяет в себе множество единоборств. Здесь присутствуют элементы бокса, карате, тхэквондо, вольной борьбы, самбо, дзюдо и айкидо. В первенстве Мирного в основном принимали участие совсем юные спортсмены. По правилам Общероссийской федерации рукопашного боя, соревнования по этому виду спорта проводятся с 10 лет, поэтому правила были изменены. Но у них там правила, конечно, ограничены. Им в голову нельзя бить, запрещено бороться. Вот, то есть, чисто как бы легкие такие правила. Попробуем. Вот, они желают, как говорится, поэтому попробуем, пусть готовятся потихонечку. В этом году в первенстве города Мирного по рукопашному бою приняли участие около 100 спортсменов. В итоге всего было разыграно 66 медалей в разных возрастных и весовых категориях. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.